и гости нашего города. Подожди, пожалуйста. Капитан и я приветствуем вас на борту прогулочного катера компании «Трансбалтика Тур». Рассаживайтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь прогулкой по водной артерии нашего города, реке Пригода. Для вашей безопасности просим принять во внимание, что спасательные жилеты находятся под крышками диванов. На борту катера запрещено курение и распитие спиртных напитков, в том числе Можно я пива. вылезу? Наша прогулка пролетит быстро, и мы надеемся, что вам она понравится. Хотя бы потому, что вы не успеете устать. Итак, поехали. Прямо по курсу остров Кнайпхоф. Некогда на нем располагался вполне самостоятельный город, а когда в 1724 году произошло объединение трех городов Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта, остров, как и город, стал неотъемлемой частью Кёнигсберга. Прямо перед нами Медовый мост, построенный в 1542 году. Существует легенда. Она рассказывает о том, что однажды по мосту проехала телега с бочками, наполненными медом. Посередине моста у телеги отвалилось колесо, бочки попадали вниз, разливая янтарный нектар. Мед въелся в древесину, а затем и в бетон. До сих пор, особенно в жаркие дни, на опорах моста проступает медовый пот. Прикасаться к опорам и особенно резать их не рекомендуется. Мало ли что сделалось с медом за 500 лет. В том месте на острове, которое мы сейчас проплываем, находился старый Кёнигсбергский университет Альбертини. Так он был назван в честь своего основателя, герцога Альбрехта. 17 августа 1544 года под звон соборных колоколов герцог ввел в аудиторию первого ректора Академии Георга Сабинуса. Сейчас на месте основания университета герцогу Альбрехту установлен памятник. Впереди и чуть правее еще один мост, деревянный. Первый мост на этом месте был построен в 1400 году и соединял город Альтштадт с островом Ломзе. На острове складировалась древесина, привезенная из Литвы и восточных районов Пруссии. Поэтому мост и назвали деревянным. Со времен войны он практически не изменился. В 2018 году его отреставрировали. По-моему, получилось неплохо. Но разница между ними все-таки есть. Раньше он был разводной. Мы огибаем остров Кнайпхоф и плывем по северному руслу реки Пригода, или Пригеля, как раньше его называли. Слева вы видите величественное здание, кафедральный собор Кёнигсберга с могилой великого немецкого философа Иммануила Канта. Собор начали строить в 1333 году. За период войны он был практически разрушен. Сейчас же собор восстановлен и служит калининградцам и гостям города как великолепный органный зал. Кстати, мы сейчас проплываем над тем местом, где под рекой находился подземный ход, который вел из замка Кёнигсберг на остров Кнайпхоф, и в котором находится та самая уникальная янтарная комната. Пока никто еще не придумал, как ее оттуда достать. А вот здесь, на правом берегу, водолазы-любители недавно подняли со дна дырявый сапог, чудом сохранившийся. Сапог самого барона Мюнхгаузена. Как он сюда попал, я расскажу в конце нашей экскурсии. Как я уже говорил, существовало три города. Справа от нас находился самый старый Альтштадт. История его берет начало с постройки рыцарями Тевтонского ордена замка Кёнигсберг, который был заложен на месте старой прусской крепости на горе Твангста, где сейчас высится это вот уже 30 лет никому не нужное здание Дома Совета. Между Альтштадтом и островом Кнайпхоф во время постройки собора в 1333 году был построен соборный мост или кузнечный. Почему мост так назвали, неизвестно, но профессия кузнеца пользовалась в средние века большим уважением. Мост, к сожалению, до наших дней не сохранился. Лавочный или купеческий мост был построен в 1300 году. Это был первый мост в Кёнигсберге. Свое название он получил из-за стоящих на нем торговых лавок, принадлежавших Тевтонскому ордену.
Мост был снесен в 1972 году при строительстве эстакадного моста. После бомбардировки Кёнигсберга в августе 1944 года центр города представлял из себя огромную развалку. Горы кирпича, торчащие из земли коробки зданий, просвечивающиеся насквозь. Тучи англо-американских самолетов сделали с городом то, что не смог бы сделать ни один шторм. Несмотря на это, когда советские войска вошли в Кёнигсберг, они увидели разрушенный город, но абсолютно свободный от завалов улицы и чудом сохранившиеся мосты. Место, которое мы сейчас проплываем, было достаточно плотно застроено. Здесь начинались ластадии, то есть склады, продовольственные запасники Кёнигсберга. Сейчас, как видите, это место также постепенно застраивается, преимущественно под гостиницы. Почему бы нет? Дело хорошее. Мы Вот так я снимаю. медленно, но верно подходим к владениям Музея Мирового океана, где нас встречает стелла, установленная в память о всех погибших в море рыбаках. И недавно воздвигнутая статуя Николая Чудотворца, покровителя всех мореплавателей. СРТ-129. Средний рыболовный траулер. Одно из отечественных рыболовецких судов послевоенного периода. В 1949 году Министерство рыбной промышленности СССР заказало на верфях тогда еще ГДР большую серию траулеров, в том числе и СРТ-129. Водоизмещение этой посудины 400 тонн. Предназначалась она прежде всего для ловли сельди в Северной Атлантике. Представьте себе полугодовое пребывание в этой скорлупе где-то посреди океана. Жуть, да и только. На базе СРТ было построено около 60 научно-исследовательских судов, многие из которых внесли выдающийся вклад в изучение Мирового океана. Сейчас их практически не осталось, так что перед вами единственный оставшийся экземпляр. Есть чем гордиться нашему музею Мирового океана, не так ли? Еще один интересный экспонат, впрочем, как и все остальные в Музее Мирового океана. Плавучий маяк Ирбенский. Он пришел в Калининград в ночь на 30 июня 2017 года. Здесь и ошвартовался. Перед этим стоял на приколе аж 10 лет. И, как всегда, за ненадобностью хотели пустить на металлолом. Да, призадумались. И вдруг, тут как тут, Музей Мирового океана. Значит, поживет еще. Между прочим, этот Ирбенский маяк стал последним построенным в мире. В общем, уникум. И лозунг у него уникальный. Ну, сами знаете, светить всегда, светить везде. Впереди, пожалуй, главная достопримечательность Музея Мирового океана. Огромное океанское судно «Витязь». С него, пожалуй, и началась история музея. Первое название судна «Марс». Оно было построено в Германии в 1939 году как сухогруз для перевозки фруктов. Во время войны Марс служил госпиталем на 600 мест. В 1945-м судно вывозит беженцев из осажденного советскими войсками Кёнигсберга. Затем, после войны, по репарации, судно оказалось в Англии с новым названием «Вперед, империя», после чего было передано СССР и стояло в Ленинграде. Прославило же судно имя «Витязь». Период с 1949 по 1979 год был самым счастливым для «Витязя». 65 экспедиций во всех океанах, более 800 тысяч пройденных миль, 7943 научные станции, открытия, заходы в экзотические страны. Это время в мировой океанологии называют эпохой «Витязя». Перед нами старый железнодорожный мост, построенный в 1863 году. Он соединял районы Форштадт и Лаак. Железная дорога на Пиллау, ныне Балтийск, проходила через этот мост. После войны он был восстановлен как подъемный, но сейчас не используется.
Еще одно научно-исследовательское судно, поставленное на вечную стоянку, космонавт Виктор Пацаев. С 1979 по 1994 год судно совершило 14 научно-исследовательских рейсов, выполняя работы с космическими аппаратами «Салют», «Союз», «Прогресс» и другими. Сейчас это своеобразный выставочный зал для выставки «Космическая Одиссея». Справа появилось симпатичное здание, где заседает администрация порта. Ну и пусть себе заседает, а мы продолжаем нашу экскурсию. Перед нами подводная лодка Б-413, только что пришедшая из дальнего похода. И из достоверных источников известно, что больше она никуда не пойдет, а будет принимать у себя на борту всех желающих, хоть на несколько минут почувствовать себя моряком-подводником. Лодка имеет в длину 91 метр, ширину 8,5 метров, глубина погружения до 400 метров, боевой запас 22 торпеды. Экипаж, который насчитывает 80 человек, весь куда-то опрятался. Обычно он приветствует проходящие суда криками «Ура!». Ну, наверное, у них сейчас перерыв на обед. Уважаемые дамы и господа, чуть впереди справа один из достаточно уникальных экспонатов музея. Самолет-амфибия с емким названием Б-12. Название происходит от фамилии главного конструктора самолета Бериева Георгия Михайловича, который создал в свое время целую серию знаменитых гидросамолетов. Предназначался этот Б для поиска и уничтожения подводных лодок в любое время года и суток на удалении до 500 километров от аэродрома базирования. Длина гидросамолета 30 метров, высота 5 метров, размах крыльев 30 метров. Интересно то, как его сюда доставили. Пришлось этой грациозной птице подрезать крылья и хвост, а то как-то неудобно было транспортировать. Уже на месте их пришили обратно. Вот так. Своеобразные морские ворота в Калининград – мост имперской железной дороги. Этот мост являлся шедевром инженерной мысли своего времени. Как и сейчас, он был двухъярусный. Оба транспортных пути находились на разных плоскостях и не мешали друг другу. Мост был построен поворотным. Его средняя часть покоилась на массивном цоколе посередине реки и поворачивалась на 90 градусов для пропуска судов в обоих направлениях. Открытие и закрытие моста занимало всего лишь 2 минуты. Убедительная просьба не кричать под мостом. Дело в том, что голос может запутаться в стальных конструкциях и обратно не вернуться. Вы видите, какое огромное количество клепок понадобилось для строительства моста? Извините. Открою один секрет. Случайно. Одна из них золотая. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами оставили позади двухъярусный мост и попадаем в индустриальный район города. С правой стороны, еще до середины 90-х прошлого столетия, стоял и действовал коксогазовый завод, построенный в 1902 году для производства кокса, продукта, получаемого при сгорании угля. Газ же, появляющийся при том же сгорании, шел на нужды города, например, на заправку уличных газовых фонарей. Поставлялся кокс для сталелитейных печей Круппа, знатного немецкого сталевара, чья сталь считалась эталоном качества. Не зря военно-промышленный комплекс Германии являлся главным покупателем его стали. После войны завод был восстановлен и поставлял свою продукцию на предприятия бывшего СССР. В славных, в кавычках, 90-х, когда все кругом разваливалось, завод не избежал той же участи, то есть перестал существовать. Конечно же, свою особую роль сыграла борьба за экологию. Электростанции, построенные рядом с заводом в 1908 году, повезло больше. Еще до 90-х годов прошлого столетия она вырабатывала электроэнергию для Калининграда и области. Сейчас вырабатывает только тепло на теплоснабжение города. Как известно, в Калининграде 3 порта. Справа речной, слева торговый и рыбный.
Город всегда считался городом рыбаков. Вспомним хотя бы времена, когда на прилавках магазинов лежала любая рыба. И когда калининградец собирался к кому-нибудь в гости, в любой город основной России, включая Москву, он неизменно брал с собой в подарок хорошую рыбу. Люди постарше, конечно, помнят знаменитые рыбные дни, в народе прозванные «Рыбный четверг». Это когда в столовых раз в неделю по четвергам вместо мясных блюд подавали исключительно рыбные. Уха, рыба жареная, пареная, котлеты, тефтели – все из рыбы. Многих трудящихся такой рацион не устраивал, и они в четверг отказывались посещать столовые. Заелись, прямо скажем. Сейчас времена изменились. Профессия рыбака уже не такая престижная. А еще совсем недавно в портах Калининграда стояли в 2, а то и в 3 порта рыболовецкие суда, после промысла выгружающие рыбу для отправки в города бывшего СССР. Мы с вами продолжаем экскурсию по Калининградскому морскому каналу. Это именно канал. В XIX веке здесь могли пройти только небольшие парусники с малой осадкой. Но постепенно на смену парусу пришел пар. 26 августа 1826 года в заливе появился первый бот нового времени, паровое судно «Коперникус». И сразу же начались неприятности. Бот напоролся на мель у полуострова Больга, и только 1 декабря его смогли сдвинуть с места. Стала острая необходимость строить морской канал Кёнигсберг-Пилау. Кёнигсбергские купцы посчитали, что убыток от перегрузки товаров в Пилау на маломерные суда, порчи товара, потери времени составляют ежегодно около 450 тысяч марок. И тогда они объявили конкурс на лучший проект строительства судоходной трассы, установив премию победителю в 10 тысяч марок. Выиграл проект Хуго Натуса, строительного инспектора гавани Пилау. Предложение Натуса заключалось в углублении фарватера реки и в сооружении искусственных дамб для поддержания уровня глубины канала. Так и появились хорошо известные калининградцам «Зеленые острова». Строительство канала вылилось в огромную по тем временам сумму – 18 миллионов марок. Оно длилось 20 лет и завершилось в 1901 году. Длина водного пути от Кёнигсберга до Балтийского моря составила 41 километр. В то время глубина составляла 6 метров, ширина фарватера 30-40 метров. В наше время канал стал глубже – 9 метров, а ширину фарватера увеличили до 50-80 метров. Теперь в калининградские порты могут заходить любые морские и океанские суда. А первым иностранным судном, посетившим Калининград, была «Латамия», которая прибыла с грузом экспонатов. Это было 29 мая 1990 года. Все, конечно, знают, что до того времени наши порты были закрыты для иностранных судов. Впрочем, были закрыты не только порты. Закрыто было все. Что ж, мы приближаемся к поворотной точке нашего путешествия. Кто хочет, может выйти. Ну а кто не хочет, может остаться и вместе с нами вернуться к рыбной деревне. Здесь мы развернемся. Дальше идти нельзя. Впереди все засекречено. Вы же не хотите, чтобы нас арестовали? Я, например, не хочу. Мы развернулись. И теперь справа Кёнигсбергский портовый элеватор. Он был построен в 1897 году. Длина 135 метров, ширина 35 метров. И высота, можете себе представить, 47 метров. По меркам промышленного сооружения это чуть больше 10 этажей. Элеватор вмещал в себя более 40 тысяч тонн зерна. Для строительства этого сооружения было использовано более 7 миллионов кирпичей. Надо сказать, что кирпич и черепица производились в Восточной Пруссии. Кирпичные заводы здесь росли, как на дрожжах. К слову сказать, только Тильзитский завод, сейчас это город Советск, выдавал около 8,5 миллионов кирпичей в год. Но на восстановление разрушенной страны необходим был кирпич. Поэтому большую часть заводов демонтировали и вывезли на территорию России.
и близлежащих союзных республик. Нужно сказать, что до 1921 года все портовые сооружения находились в том месте, где сегодня стоит комплекс Музея Мирового океана. А первое упоминание о портовой гавани относится еще к 1339 году, когда 3 средневековых города входили в Ганзейский союз. В том же 1921 году по плану городского строительного советника Корнелиуса Кучке на южном берегу реки Прегель было начато сооружение нового Кёнигсбергского порта. В новом порту было построено 3 гавани – вольная, индустриальная и лесная. Одновременно был углублен канал от Кёнигсберга до Пиллау. Сейчас это город Балтийск. 13 июня 1924 года обербургомистр Ганс Ламейр торжественно открыл новый Кёнигсбергский порт, который имел более 100 тысяч квадратных метров навесных и складских площадей. Кроме того, порт был оснащен 30 электрическими портальными кранами, некоторые более поздние модели которых под названием «Данц», несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор верой и правдой служат на благо порта. Сразу же после Второй мировой войны порт, как и весь город, представлял ужасающую картину разрушения. Склады, железнодорожные пути, коммуникации, краны – все лежало в руинах. У первых докеров порта из средств механизации были только руки и спина, но был и огромный энтузиазм. Отработав смену на разгрузке судов, грузчики шли разбирать завалы, восстанавливать дома, ремонтировать технику. Словом, с одного фронта на другой. И это не замедлило принести свои результаты. Уже в 1949 году молодой Калининградский порт по итогам производственной деятельности стал входить в число лучших портов Советского Союза. В наши дни порт Калининграда – один из крупнейших в Восточной Балтике. Он также считается единственным незамерзающим российским портом на побережье Балтийского моря. Днем и ночью трудился порт, принимая и отправляя грузы. Во внутренней гавани швартовались научные суда, наша гордость. Такие красавцы, как академик Вавилов, Штокман, Менделеев и Мстислав Келдыш, прославленный своими глубоководными аппаратами мира. Это он принимал непосредственное участие в съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник», за что экипаж был удостоен права первыми в мире посмотреть фильм, мировая премьера которого состоялась 17 ноября 1997 года в Калининграде. Классно, да, на корабле покататься. Всем нравится. С этой стороны он был как раз с стороны Ну, мы открытого сейчас в окна. обратную сторону едем, и ветер по-другому. Как крыша. Ну, там, видимо, Сушит. да, ага. Геркулес. Сделаешь мне? Или давай я сама сделаю нам с тобой фотографию? Нет, давай потом с собой. Или хватит этого? Сила Эппу по золотой монетке. Рыбак стал богат, построил себе дом, где на первом этаже устроил пивную под названием «Эпрон и крыса». Эта удивительная история разошлась по всему Кёнигсбергу. И каждый теперь знал, что такое Эпрон и где он находится. Бывает же такое. И, наконец, последний в нашем сегодняшнем путешествии мост. На него мы посмотрим издалека. Это так называемый высокий мост. Он связывал жителей Альтштадта с Натангелем.
А высокий его назвали из-за того, что он был есть значительно выше Дубанской реки. И в заключение, друзья мои, я вам расскажу о бароне Мюнхгаузене, чей сапог выловили недавно в реке. А как получилось? Будучи проездом в Кёнигсберге, барон изрядно награлся в трактире рядом с мостом и зашел в гости к смотрителю, как раз вон в тот симпатичный маленький домик с миниатюрным шпилем, рядом с высоким мостом. Смотритель уложил его спать. Кровать была настолько мала, что ноги Мюнхгаузена высунулись в окно. Один сапог сполз с ноги и упал в воду. Ну а на то место, где сапог выловили, его унесло течение. Вот так. Смотри, там люди на пикнике расположились. Прикольно, да? С коляской, такие умные вообще. Смотри, Максим. Там стадион. Это Юля звонила. Я почему взяла камеру, сейчас там самая красота будет, когда в рыбную деревню будем заезжать в обратную сторону, там очень красиво. Хочу вот поснимать. Вообще так солнечно сегодня, 17 градусов, Максим, на улице. Совсем прям тепло, да? Вот? Я заставляю мальчика застегиваться. Такая плохая мама. Вечером ливень. Вечером пойдешь с собакой. А ты, кстати, каким спортом занимаешься сейчас? Нельзя тебе или можно? Отжимаюсь, приседаю. Ну вот, все. И вечером пойдешь с нами гулять. Это зарядка, не спорт. Надо ходить, много ходить, самое то. Когда ходит человек, это самое лучшее движение, когда вот просто Друзья мои, идешь. боже мой, какой пассаж. Все, увольняюсь и ухожу в монастырь. Как же я мог забыть о реке, по которой мы с вами ходим взад-вперед? Я прошу прощения и все же расскажу о нашей речке. Итак, Приголя, по которой мы с вами путешествуем, впадает в Калининградский залив, а затем в Балтийское море. Длина реки 123 километра, а самым крупным ее притоком, рекой Анграпой, почти 300 километров. Во время половодья вода разливается иногда, затапливая прибрежную территорию. Во время штормов на Балтике иногда нагонные воды приводят к наводнениям. Если говорить о фауне, обитающей в реке, то на сегодня известно 40 видов рыб.
среди которых щука, плотва, окунь, сомик, лещ, налим, судак, угорь и много-много других. И чего только не видела река за свою историю. Она кормила племена диких прусов, поселившихся на ее берегах, помогала ордену крестоносцев, а затем и герцогству обмениваться товарами с другими городами Европы, входящими в Ганзейский союз. В ее водах отражались блиставшие на солнце штыки войск Наполеона, вошедших в Кёнигсберг после битвы при прессе Шейлау и черпавших из нее воду для своих полевых кухонь. Да, о событиях 1807 года нужно говорить отдельно. Два сражения при прессе Шейлау, Багратионовск, и Фриндландом, Правденск, а затем Тильзитский мир в Пруссии стали событиями, определившими дальнейший ход истории в Европе и России. Ну вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, друзья мои. Я умолкаю. Ах да, еще два слова, но это точно последнее. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, на своих местах до полной остановки винтов и подачи трапа на берег. Надеюсь, вы сделали хорошие снимки на фоне нашего старого и очень молодого города. Ну, а тем рассеянным, кто взял и забыл свой фотоаппарат или видеокамеру дома, в автобусе или в гостинице, капитан с неподдельной гордостью предложит фильм о нашей с вами только что закончившейся прогулке, о которой вы, сидя уже на домашнем диване, будете делиться впечатлениями с друзьями и близкими, кто по разным причинам не смог приятно провести время в нашей с капитаном компании. Дорогие друзья, как это не печально, но пора прощаться. Перед тем, как это сделать, хочу предложить на ваше рассмотрение еще одну услугу от компании Трансбалтика Тур, а именно автобусную экскурсию по Калининграду, где вы сможете еще ближе познакомиться с нашим городом, с его историей, бывшей и настоящей. Это исторические и культурные памятники, знаковые улицы и проспекты, городские ворота XIX века, форты, кирхи и живописные водоемы. Автобус отходит от рыбной деревни с интервалом 1,5 часа. Конкретнее обо всем этом вы можете узнать у вашего пилота или у ребят-помощников на пирсе. И самое главное, вас ждет скидка 10% от стоимости экскурсии. Вам нужно всего лишь предъявить билет, который вы уже купили на катере. Желаем вам приятного и познавательного отдыха. И последнее, наконец. Я почему-то уверен, что после нашей прогулки вы прям-таки хотите выпить чего-нибудь бодрящего. Нет, это не то, о чем вы подумали. Я имею в виду кофе. Сделать это можно в маленьком уютном кафе с манящим названием «Магия кофе», где вас всегда ждут и, заметьте, в любую погоду обласкают и обогреют. Всем пассажирам в этом заведении предоставляется скидка 10%. Короче говоря, нечего зря время терять, когда его можно терять с пользой для себя и окружающих. Пока-пока. А за тобой уплывает